Доброе утро! Доброе утро, дорогая республика! Здравствуй, город Якутск! Телеканал Якутия-24, 7:00. И снова в этой студии это утро встречаем вместе с вами мы, Дарья Анкехова, Павел Танин. Ну и, конечно, наша большая бригада утренней, самой доброй, веселой и позитивной передачи на нашем телеканале. Да, «Утро Якутия» называется. Мы ежедневно вас заряжаем на новые свершения. Надеюсь, у нас все получается. И просто, чтобы в очередной раз напомнить вам, что чтобы этот заряд весь день поддерживать, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что в течение дня там тоже много всего интересного появляется, что помогает вам, как минимум, просто улыбнуться или приятно провести время за чтением разных интересных новостей. Ну и сегодня у нас обязательно, конечно же, будут постоянные рубрики. Сегодня будут интересные гости. Ну и, конечно, последние новости, которые создают наши коллеги из новостного отдела. Ну и, собственно, я думаю, проснуться с нами – это не просто уникальная возможность. Это и удобно, и полезно, и интересно. Поэтому чашечку кофе берем и отправляемся в такое небольшое путешествие на ближайший час. Да, и прям сходу сразу узнаем, что происходит за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -2 градуса. В Заречной группе до +6. В южных 1,3 градуса тепла. Белюйская 1,10, в Нижнеленских от -4 до 3 градусов тепла. В западных 4,11 со знаком плюс. В Колыму-Дигирской группе улусов 1,9 градусов ниже 0, в Янских 5,18 градусов мороза. На северо-западе до -8. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке -1 градус. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем слабый дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +10 градусов. Ну а теперь, собственно, ты уже анонсировала, что это будет. Мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, чтобы они рассказали нам о последних новостях. Доброе утро, коллеги, телезрители. Расскажу об самых актуальных новостях сегодняшнего утра. Состоялось еженедельное заседание оперативной группы по координации перевозки грузов в период навигации. На сегодняшний день из плана завоза грузов в 1148 тысяч тонн в пункты доставки отгружено 996 тысяч тонн. Это почти 87% от плана, а доставлено 78%. В связи с приближением сроков окончания навигации всем участникам заседания было рекомендовано принять все необходимые меры для достижения плановых объемов завоза груза. 64 миллиона рублей направят на поддержку начинающих фермеров Якутии. Средства гранта можно направить на приобретение сельхозхозяйственных животных, техники, участков и подключение к инженерным сетям. В республике подвели итоги конкурсного отбора «Агростартап», в результате которого 15 начинающих фермеров получили государственную поддержку. Всего на конкурс поступило 78 заявок, 61 из которых была допущена к рассмотрению. Комиссия отобрала 15 лучших проектов, в частности, гранты получат 2 участника СВО, 2 близких родственника героев России и 2 члена семей участников СВО. Помимо этого, поддержку получат фермеры из арктических районов республики. В Якутске стартовала ежегодная республиканская агропромышленная выставка «Ярмарка продовольствия». Основной площадкой традиционно стала Комсомольская площадь. Сельхозпроизводители, фермеры и поставщики со всех улусов и города Якутска, а также республиканские агрошколы представили широкий ассортимент своей продукции. В течение 5 дней на ярмарке можно будет приобрести овощи, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочную продукцию, копчености, ягоды, мед, деликатесы и многое другое. Время работы с 10 до 19 часов. Особенностью этого года является то, что, во-первых, такие ярмарки и выставки начали проходить не только здесь, в городе Якутске, но и многие улусы в своих районных центрах организовывают и проводят такие выставки и ярмарки сельхозпродукции во многих улусах. Это первое. Второе, несмотря на экономическую ситуацию в целом по стране и в регионе, развиваются и технологии, появляются новые производства, улучшается качество продукции, об этом отличают и технологии.
Также в Якутске проходят соревнования по северному многоборью. Они традиционно посвящены памяти заслуженного работника народного хозяйства республики Виктора Ефимова. Чемпионат собрал 84 спортсмена из Якутии, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Камчатского и Красноярского краев. В следующие 4 дня медали разыграют среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Сильнейших будут выявлять в нескольких дисциплинах. Тройной прыжок, метание топора на дальность, бег с палкой по пересечению местности, метание аркана на хоры и прыжки через нарты. Уровень конкуренции очень высокий. У нас чемпионы России и призеры, рекордсмены участвуют, как Комаров Эдуард, рекордсмен России по нартам. В нартах конкуренция очень большая будет. Турнир проводится с 2014 года. Сперва был республиканский, потом межрегиональный, и с 2023 года Дальневосточный федеральный округ. В мире гастрономии новый хит. Соцсети взорвало видео, которое доказывает, чтобы удивить гостей, не нужны дорогие деликатесы. Достаточно бородинского хлеба. Пользователи в восторге от простой, но гениальной идеи. Роллы из бородинского хлеба со шпротами и зеленым лучком. Технология проста. Мягкий бородинский хлеб тонко нарезают, смазывают сливочным маслом, выкладывают шпроты и огурчики, а далее сворачивают в рулетик. Получается очень вкусная, пикантная и, что важно, бюджетная закуска. Так что, если ищете идею для быстрой закуски к чаю или к просмотру футбола, вы знаете, что делать. Гарантия вирусного успеха почти 100%. Ну вот я с точки зрения кулинарии сомневаюсь лишь в одном, что они вообще смогут свернуться. Ну, тебе наглядно показывают, что это... Да, но это все зависит все-таки от главного компонента, от того, какой консистенции будет бородинский хлеб. Просто вот так раскатать его в лепешечку я тоже слабо представляю. Ну, как бы было заявлено, что нужен именно мягкий, поэтому, да, если он полежал неделю, вряд ли что-то получится. Ну, вероятно, подойдет хлеб, который приобретен где-то в пекарне, да, вот свежевыпеченный, буквально там только-только из печи, и, скорее всего, все получится. Ну, кстати говоря, почему бы не попробовать совершенно простой рецепт, но удивить своих гостей можно, тем более это такая классика, черный хлебушек, рыбка. Лучок. Лучок. Вот. Да. Ну, вообще идея, по сути, не нова, потому что много видео в интернете тоже гуляет, как белый хлеб раскатывают, особенно берут вот этот тостовый квадратный, он прям очень хорошо проминается, скалкой раскатывается, становится тоненький такой. Но вот дошла технология до бородинского хлеба. Кстати, о легких и вкусных идеях. Такие рулетики, в принципе, это отличный вариант для завтрака. Но чтобы они пошли на пользу и дали энергию, а не тяжесть, важно перед едой хорошенько проснуться и, так сказать, запустить свой организм. Абсолютно верно, ведь самый лучший способ это сделать, конечно же, утренняя зарядка. Всего 5-7 минут легких упражнений помогут разогнать кровь, улучшить метаболизм и подготовить тело к первому приему пищи. Завтрак после такой разминки усвоится гораздо лучше. Так что предлагаем не откладывать в долгий ящик. Всем доброе утро! Сегодня я покажу, что можно сделать с МФР-роллером. Есть такой фитнес-инвентарь. Он отлично помогает расслабить наши мышцы после тренировки и снять напряжение. Итак, начнем. Первое упражнение. Мы опускаемся вниз на колени. Роллер фиксируем перед коленом. Опускаемся вниз на локте. И у нас роллер оказывается на передней части бедра. Тут мы поясницу не прогибаем. Тут у нас ребра собраны, мышцы живота активны, ноги прямые. И мы начинаем катать. Отходим на начало колена. От начала колена до начала таза. Колено мы не катаем. Начинаем прокатывать. Раз. Два. Помогаем локтем. Локоть оттолкнули от себя и подтянули к себе. 3, 4. Сделали 5-6 повторений. И теперь поднимаем ноги вверх до угла 90. И тоже тут у нас увеличивается нагрузка. И тоже прокатываем от начала колена до начала таза. Раз, 2, 3.
4 также, 5-6 повторений. Теперь мы уводим ноги в крест, вовнутрь и тоже прокатываем. 1, 2, 3, 4, 5-6 повторений. И теперь мы меняем крест. И снова прокатали 5-6 раз. Следующее, мы ноги разводим в стороны и прокатываем. Тут у нас, получается, меняется угол. Поэтому мы чувствуем разные мышцы. 2, 3 и 4. Снова в конце выпрямляем ноги и еще 6 раз докатываем с прямыми ногами. Как мы сходим? Оттолкнулись от локтя, подтянули к себе, опустили колени и поднимаемся. Теперь мы прокатаем боковые мышцы. Для этого мы чуть-чуть отводим роллер от себя, укладываемся на бок. Опора здесь у нас на локоть. Ноги выпрямили, можно скрестить. Корпус мы поднимаем, ровная спина. И начинаем прокатывать от начала бедра до начала колена. Тут может быть немного больно. Эту боль мы немного терпим, зато у нас будут расслабленные мышцы. Прокатываем 5-6 раз. Помогаем локтем, тоже локоть от себя и к себе. Правым локтем и левой ладонью. Прокатываем 5-6 раз. И то же самое повторяем на другую сторону. Итак, мы завершили наш комплекс с МФР роллером. Всем хорошего дня. Пока! Теперь и тело проснулось, и голова стала ясной. Самое время поработать над свежими идеями. И как раз о свежих гениальных идеях мы сейчас и поговорим. А что вот если наша любознательность и энергия уже помогают сохранить уникальную природу Якутии? Именно такую возможность дает проект «Полет в науку», который стартовал еще летом и набирает обороты в Валданском районе. И у нас в гостях сегодня человек, чья жизнь и работа – это яркий пример преданности науке и природе Якутии. И это Инга Высокатова, Харми, кандидат биологических наук, ведущий специалист по изучению миграции, экологии редких птиц, и Ниал Харми, опытный специалист по охране природы, активный участник проекта. Доброе утро. Доброе утро. Инга Прокопьевна, наверное, первый вопрос будет к вам. Давай расскажите, пожалуйста, вообще о главной цели этого проекта, да, полет в науку, потому что по одному названию сложно будет определить, чем же все-таки вы занимаетесь. Доброе утро всем. Спасибо большое за приглашение. Во-первых, я хотела бы отметить, что наш проект реализуется совместно с нашими партнерами. Это с Малой академией наук и Северным форумом при поддержке благотворительного фонда «Полюс». Главная цель проекта является это вовлечение педагогов и школьников в научное волонтерство, научить их наблюдать за птицами, понимать их ценность и участвовать в реальных научных исследованиях. Валданский район был выбран нами не случайно. Территория является с богатым биоразнообразием. И в Валданском районе встречается около 200 видов птиц, и из них 12 видов включены в Красную книгу Российской Федерации. Например, такие виды, как черный аист, дикуша, также редкий мигрирующий вид, как стерк. И мы хотим, чтобы местные ребята, они стали настоящими хранителями этого природного богатства. Мы вот сейчас видим некоторые, да, фотографии тех самых, видимо, птиц, да, о которых вы только что говорили. Ну и, собственно, Нел, вы уже несколько лет живете в Якутии и активно участвуете в орнитологических проектах. Чем вас привлек именно этот проект? Basically, I was impressed by the practical nature of the project. Меня впечатлила его практическая направленность этого проекта. It not only provides the theory, it provides practical application for working in the field. Ну, это не просто теория, да, но и также практическая работа в природе. I've worked in Ireland in conservation in the National Parks and Wildlife Service. Я много лет работал в службе национальных парков Ирландии. And it
was always very apparent that you need to help local communities to interact, as in to respect and to be able to understand the wildlife in their area. Да, и видел, как важно с ранних лет воспитывать бережное отношение к природе. То есть, вот видите, такой некий опыт там, да, работы и здесь, и, собственно, все равно птицы, они везде птицы, да, и знать, как они развиваются, куда мигрируют, это необходимо, да, ну, везде и всегда, Ну, да? В целом природа, везде природа, и мы Да. о ней заботимся. А вот говоря про проект, я так понимаю, что уже вышел в активную стадию, что сделано, что ждет впереди у участников. Так, мы завершили подготовительный этап, разработали и подготовили методическое пособие по краснокнижному уроку для преподавателей, для педагогов. Также подготовили сувенирную продукцию для школьников. И вот уже на днях, в конце сентября, наша команда собирается в Алданский район, где мы будем проводить орнитологические уроки, полевые экскурсии. И также будем готовить детей к евразийскому учету, который состоится 4 и 5 октября. Ну, то есть такая достаточно продуктивная работа, Да. да, причем по разным направлениям, да, отлично. Ну, а, Нел, вопрос к вам, да, какую в проекте роль конкретно вы выполняете? То есть поговорили уже про опыт и чем вам понравилось, а вот что именно внутри проекта делаете вы? Basically, I will be helping with the field sessions, showing the children how to use binoculars, how to identify birds, how to keep records, and basically how to interact with the nature around them without being too intrusive. Нил будет помогать проводить полевые исследования, полевые занятия с детьми, учить их, как пользоваться биноклем, пользоваться определителем. А также он планирует поделиться опытом участия в международных учетах птиц и охране редких видов. Ой, так, знаете, повезло алданским школьникам очень, да, потому что, ну, редко встретишь таких специалистов, да, которые так трепетно относятся к своему делу и передаче знаний, да, своих. А вот повезет ли другим школьникам? Есть ли планы, допустим, посетить какой-нибудь другой район нашей республики? Ну, как у нас Алданский район это как пилотный, да, поэтому в этом году у нас, получается, мероприятия будут проводиться только на территории Алданского района, но для всех педагогов республики мы подготовили серию вебинаров по орнитологии, по наблюдению за птицами, по краснокнижному уроку и как проводить евразийские учеты. И самое главное еще как подготовка научных школьных исследовательских работ. Для школьников на старте у нас конкурс, республиканский конкурс научного орнитологического рисунка. А также всех желающих мы приглашаем 4 и 5 октября на евразийский учет птиц. Это народный мониторинг, и любой желающий может присоединиться. Ну и завершая беседу, вопрос такой, да, вот ваши ощущения, ваши мысли, да, в долгосрочной перспективе какой результат ждет проект? От проекта ждем, наверное. Мы создаем сообщество вовлеченных людей, да, детей и педагогов, которые будут следить за природой Якутии и понимать ее хрупкость и ценность. Для кого-то из ребят в будущем это увлечение может перерасти в профессию эколога или орнитолога. Это и есть наш полет в науку, вместе сохранять природу Якутии. То есть некая профориентация. Да. Инга Прокопьевна, а как вот вы выбрали свою такую уникальную профессию? Потому что, мне кажется, сейчас многие посмотрят и скажут, а это же реально редкость, да? Ну, вообще уйти в такую совершенно узкую специальность. Ну, в принципе, орнитология не так часто слышится в обиходе в жизни. Многие даже да. не знают, что это слово означает, да? Ну, мне повезло в том плане, что я поехала в первый раз на полевые работы, да, в тундру, в Алайховскую тундру, и я влюбилась в тундру, и я влюбилась в стерхов. И вся, вот, можно сказать, моя профессиональная деятельность почти что в течение 30 лет я изучала этот вид, редкий вид, наш священный вид птицы Якутии. Да, и, собственно, поэтому у вас брошь, да? Да, говорит, да, сама за себя, потому что стерхи у вас занимают определенную часть жизни, да? Ну и в целом вот уже и супруг, да, с вами вместе тоже как бы в этой... Да, мы в одной команде связки
Якутске работаем уже сколько, вот Нел переехал в Якутск уже давно, скажем так, и вместе мы работаем, Здорово. проводим проект. Ну а мы благодарим вас за то, что посетили наш эфир. Желаем вам, знаете, таких научных каких-то достижений, новых открытий. Ну и, конечно, Успеха проекту. проекту успеха. Спасибо огромное. И не прощаемся, ждем вас с новыми идеями, с новыми результатами и достижениями. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а зачастую вот такие вот научные движения, научные открытия даже, это логичное продолжение некой такой простой детской мечты. И, кстати, это прекрасный повод вспомнить, что сегодня мир отмечает один очень символичный праздник – Всемирный день мечты. Этот праздник появился именно для того, чтобы мы не забывали позволять себе мечтать, ставить большие цели и верить в их осуществление. Его инициаторы подчеркивают, что все великие открытия и достижения человечества начинаются с чьей-то смелой мечты. Неважно, мечтает ли ребенок стать ученым, или кто-то из взрослых мечтает изменить свою жизнь к лучшему. Каждая мечта достойна уважения и дает нам энергию двигаться вперед. Ну а далее узнаем и о других памятных датах и праздниках сегодняшнего дня. На календаре 25 сентября. Сегодня Всемирный день фармацевта. По народному календарю Артамон – змеевик. В народе Артамона величали змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. Этот день в истории. Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство. В 1763 году в Москве открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России. В 1818 году в этот день проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. А в 1945 году, 25 сентября, в Советском Союзе совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. В 1991 году ДОСААФ преобразован в Ростов. А в 2002 году, 25 сентября, в Иркутской области упал метеорит. В этот день родились Михаил Клеофас Агинский, польский, белорусский и российский политический деятель; Николай Раевский, русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии; Уильям Фолкнер, американский писатель, нобелевский лауреат; Сергей Бондарчук, советский актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза; Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; и Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, обладатель 2 премий «Оскар». Именины сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Данил, Иван, Николай, Семен, Федор и Юлиан. Ну а сейчас прекрасная новость, но уже из мира природы. В столичном Москвариуме настоящее пополнение. На свет появился детеныш краснокнижной черноморской афалины. Малыш родился у самки по имени Нота, которая снова стала мамой. Сразу отметим, что роды проходили под постоянным контролем специалистов, ветеринары и тренеры дежурили рядом, чтобы в любой момент прийти на помощь. И сейчас мы можем порадоваться за нового жителя Москвариума. Сообщается, что дельфиненок чувствует себя отлично. Он активно плавает, учится делать повороты и, что самое главное, не отстает от мамы и правильно питается ее молоком. Ну а увидеть этого малыша может каждый. Гости Москвариума уже сейчас наблюдают за ним через смотровое окно в общий бассейн. Красиво, как минимум, и так умиротворяюще, да? Ну да, как бы. Вот, кстати, никогда вживую, по-моему, не видел дельфинов. Но сегодня это так доступно. Мне кажется, вот поплавать с дельфинами можно практически в каждом, ну так сказать, океанариуме. Услуги такие сейчас стоят, кстати говоря, дорого, но доступно, да, они стоят. Но я думаю, все впереди, Паша. Но мне больше касатки нравятся, честно говоря. Сейчас почему-то призадумался, вот все так восхищаются дельфинами, китами. Ну, киты тоже такие могущественные животные, но мне вот касатки нравятся. Мне нравится их не то, что положение в цепи пищевой, а вот их поведение и то, что они иногда... Ну, все животные, мы знаем, они охотятся, допустим, только для того, чтобы поесть. То есть, если им не нужно есть, они не будут охотиться, а касатка может просто прикалываться. Ну а теперь к вопросу, который многих может поставить в тупик. Что делать, допустим, если врач прописал вам все-таки очки? Носить их стесняясь или можно превратить их в главный аксессуар
любого сезона? Современная мода дает однозначный ответ. Очки – это не необходимость, а стильный аксессуар. Правильно подобранная оправа может изменить образ, подчеркнуть характер и даже скорректировать форму лица. Кто не потеряется в многообразии форм и цветов? Какие оправы актуальны этой осенью? И как подобрать очки, чтобы они стали вашей изюминкой? Секретами делится наш эксперт-стилист. Смотрите и вдохновляйтесь. Даже самая практичная вещь может стать вашим лучшим модным решением. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и снова наша любимая рубрика «Рекомендация от стилиста». Очки – это не просто тренд. Очки – это образ жизни. Каждый из нас, возможно, их использует либо в летнее время, либо в повседневной жизни и, может быть, даже на постоянной основе. Как правильно подобрать себе очки, на что стоит обратить внимание, когда выбираете себе очередную стильную оправу, сегодня об этом поговорим. Если раньше мы все ориентировались на форму лица, ориентировались на то, какая оправа подойдет по правилам, то сейчас этих правил, я бы сказала, уже не существует. Почему? Потому что есть принцип индивидуальности. Именно это работает сейчас на 100%. Ну и, конечно, пропорции, потому что когда мы с вами говорим о круглом лице или овальном лице, мы подразумеваем, что круглое условно шире, чем овальное. Да? И вместе с тем получается, что подбор очков, он в большей части ориентирован именно на объемы. Если объемы меньше, то и очки, соответственно, меньше. Если объемы больше, то уже стоит ориентироваться на очки побольше. Что мне хочется отметить? Первое, что важно для того, чтобы подобрать правильные очки, это, конечно, понимание контрастности своей внешности. Да, безусловно, казалось бы, да, но важен цвет волос, цвет глаз и, конечно, то, как вы привыкли одеваться в жизни. Девушки, которые любят более яркие образы, те, кто любит носить яркие кричащие аксессуары, обязательно старайтесь подобрать себе очки с более темной, глубокой оправой, возможно, с объемной оправой, или так, чтобы яркие насыщенные цвета, которые продолжают оттенки вашего гардероба. Девушки со светлыми волосами и светлыми глазами, нежные, прекрасные девушки, которые выбирают вещи в пастельных оттенках, вам лучше всего обратить внимание на очки безободковые, полуободковые, полупрозрачные, тонкие металлические оправы. Они также будут гармонично смотреться в ваших образах и продолжать мягкость вашего стиля. Также, конечно, девушки, которые используют яркий макияж, но при этом являются светленькими, я рекомендую вам также выбирать уже более темные оправы. На самом деле, когда вам хочется повысить контрастность своей внешности, вы можете выбрать не черную оправу, а, например, коричневую или темно-синюю. Для светлых девушек это будет уже считаться темной оправой. Казалось бы, все так просто, но в то же время сложно. Поэтому чувствуйте, как вам комфортнее, потому что сейчас мы уже живем в то время, когда очки стали не только необходимостью для здоровья, но также есть тренды. Я думаю, что вы следите за трендами и точно знаете, что сейчас девушки носят оправу для красоты, конечно же. В таком случае лучше всего, если оправа будет максимально актуальная и трендовая. На данный период вы можете выбрать очки кошки. Очень здорово будут смотреться вытянутые овальные формы. Ну и, конечно, классика. Такая классика, как Wi-Fi, всевозможные очки, скажем так, которые авиаторы те же самые, да, они сейчас будут очень актуальны. И не забывайте про тренд винтаж, ретро и все, что оттуда есть. Вы можете просто достать очки своей бабушки и вставить туда необходимые линзы. И тогда вы точно будете в тренде. Ну вот, разобрались с модными оправами, но какие бы стильные очки мы бы не выбрали, лучший аксессуар наших глаз – это, конечно же, их здоровье и естественный блеск. И поддержать его помогут нехитрые, но очень важные привычки. Сейчас мы узнаем, какие упражнения помогут снять напряжение после рабочего дня за компьютером, и глаза у вас в этом случае дольше останутся молодыми и зоркими. Подарите себе 5 минут заботы, и ваше зрение будет стоить того. Порхай как бабочка, жмурься как кот. Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости – это быстро и часто поморгать, будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту. Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза.
Представьте море. Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее – море, луговые травы под ветром, либо бегущие облака. Рисуем узоры. Первое и главное – не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх, вниз, влево, вправо. Потом начните рисовать узоры. Ромб, квадрат. Задерживая на секунду взгляд в уголках. Усложним. Рисуем звезду. Затем изобразите восьмерку. Сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте, головой не двигая, знак бесконечности. Делаем массаж. Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях. Достаточно 3 пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторять 4-5 раз. Полюбите глазоломки. Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображения. Кажется, что это просто узор из полосок и кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад и вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг. Отличное упражнение, и главный их секрет – это внимание. Внимание к своим ощущениям, к движениям и к тому, как реагируют наши глаза. Кстати, внимание – это еще и суперсила многих профессий. Представьте, например, работу повара. Точно. Ведь повар – это не просто человек, который вкусно готовит. Это настоящий специалист, чья работа требует феноменальной внимательности к деталям. До грамма взвесить, например, ингредиенты, уловить идеальный цвет румяной корочки, да и просто не упустить из виду десяток кастрюль на плите одновременно. Именно о такой работе, где важны и любовь к вкусу, и настоящая концентрация, расскажем в рубрике «Моя профессия». Сегодня герой-повар. Узнаем, как рождаются кулинарные шедевры и что стоит за аппетитной картинкой в меню. Доброе утро, меня зовут Валентин. Я обучаюсь на повара-кондитера в технологическом техникуме сервиса Готовцева. Обучаюсь на последнем курсе и параллельно работаю в ресторане Асая. Я люблю свою профессию, так как считаю, что работать поваром – это настоящее искусство. Искусство, в котором нету границ. Всегда можно устроиться в любую точку мира. В каждой профессии есть свои трудности и минусы. В профессии повара я считаю, что очень трудно стоять весь день у плиты 13 часов, 14 часов подряд. И это очень большая физическая нагрузка на тело. Но плюсов в моей работе гораздо больше. Работа поваром – одна из самых востребованных работ на рынке труда. И всегда можно устроиться, куда ты хочешь. Профессия повара очень интересна и всегда нужна человеку. Все всегда хотят есть. Поэтому эта профессия никогда не потеряет свою актуальность. На учебе мы больше всего проходим теоретические знания, именно в плане того, каким должен быть повар, как он должен готовить и так далее. На работе же я уже занимаюсь отдачей приготовления блюд и так далее. Для повара важны такие качества, как терпеливость, стрессоустойчивость и фантазия. Кулинария – это искусство. Я люблю свою профессию за то, что я могу накормить гостей, накормить людей и накормить самого себя. Мой рабочий день очень тяжел. Он начинается с подготовки рабочего места, с приведения себя в порядок. Ты всегда должен быть чистым, аккуратным, всегда одет в спецодежду. И после этого уже идет подготовка к самой работе, работа с полуфабрикатами, с продуктами и так далее. В моей работе бывает очень много различных интересных моментов. Одним из самых интересных моментов я считаю, что когда ты обучаешься чему-то новому, ты резко можешь увидеть тот продукт, о котором ты совершенно никогда не слышал, никогда не знал, и попробовать его впервые в своей жизни. Поваром я стал спонтанно.
Я об этом никогда не мечтал в детстве, но когда я начал работать поваром, когда я начал обучаться, я понял, что это мое, и я хочу развиваться в данной сфере. Быть поваром – это не просто работа, это образ жизни. Это магия, которая рождается на кухне и дарит людям самое настоящее счастье. Поэтому я уверен, что выбрал самую вкусную профессию на свете. Школьникам, которые хотят пройти в эту сферу, я бы порекомендовал не бояться, пробовать себя, и тогда у вас все получится. Вот не знаю почему, Паша, но после этой рубрики у меня, например, настроение поднимается и хочется улыбаться. Ну, а, кстати говоря, про улыбку, согласно данным источника, среднестатистический человек в среднем улыбается 7 раз в день. Из этого числа ежедневных улыбок одна обязательно оказывается фальшивой. И к такому выводу пришли ученые, опросив около 2000 добровольцев. То есть всего лишь в 7 раз в день улыбаемся? Да. Ну, мне кажется... среднестатистический, естественно. Но я, значит, не в этом числе. Также было установлено, что самый веселый человек, вот это, наверное, я, улыбается 11 раз в день. А в то время как хмурые люди улыбаются ежедневно не больше 1 раза. Да. Но мы помним, что на 7 улыбок одна фальшивая. Значит, на 11 сколько фальшивых? Ну, как минимум. Около 2 уже. Около 2, да. Вот сколько раз ты за день улыбаешься? Раз 25-30. Я не туда и не туда. Вот. Сколько ты врешь, получается? Много. Вот так-то, да? Деконструкция. Более половины опрошенных, 51%, признались, что им приходится фальшиво улыбаться, и чаще всего они вынуждены дарить фальшивые улыбки своему руководству. У нас это так не работает. Да? Ну а среднестатистическая женщина в день улыбается 62 раза, а вот мужчины лишь 8 раз. Так что ты улыбаешься в 2 раза меньше, чем среднестатистическая женщина. Так что тоже возникают вопросики. Да? Есть к чему стремиться. Конечно, у всех это все по-разному. Каждый из нас по-разному воспринимает этот мир, по-разному реагирует. Кто-то привык эмоции все-таки держать больше внутри, даже радостные. Потому что можно посмотреть на человека, на его угрюмое лицо, а внутри просто радость переполняет его. Ну а герои нашего следующего сюжета явно улыбаются еще больше раз. Всем хорошо известно, что улыбающийся человек воспринимается окружающими более благосклонно, чем угрюмый. Улыбающиеся люди выглядят более счастливыми, привлекательными. Улыбка располагает к себе и демонстрирует, что общение с человеком будет приятным и плодотворным. Однако бытует мнение, что такое отношение к улыбке – это культурная особенность только западных стран. А вот россияне, в том числе и якутяне, народ угрюмый и неулыбчивый. Но наши сегодняшние герои развеят этот стереотип. Улыбка в первую очередь украшает человека, продлевает здоровье, укрепляет иммунитет, дает жизненных сил. Это, кстати, проверено и научно доказано. Юлия Петухова работает в сфере торговли уже более 10 лет. За годы работы с людьми она встречала людей самых разных. И главное правило, которое она для себя уяснила и чему учит своих подопечных – это улыбаться. Ведь улыбка и хорошее настроение – это залог успеха любого дня. А кроме того, это главное оружие против плохого настроения покупателей. Как мы настраиваемся на работу? Вообще, девчонкам говорю. Вы сначала улыбнитесь. Давайте с вами проведем этот эксперимент. Вот улыбнитесь только искренне и от души. И послушайте себя. Вот чувствуете? Да. Играет гормон, прилив настроения. А теперь сделайте хмурое лицо. Вы почувствуете разницу. И вот когда вы поймаете вот эту волну, вот старайтесь ее держать каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Дарите людям улыбки. Они вам ответят тем же, уверяю вас. Продавцам хорошего настроения ежедневно заглядывают в гости порядка сотни человек. Кто-то приходит за кофе, кто-то за обедом, а кто-то просто поболтать и зарядиться энергией на день. Даже вот порой заходишь в магазин, и вот эта вот коронная фраза «Что для вас, моя хорошая?» да? И все, у меня уже сразу же настроение. Вот, людей она любит, продавцов она любит, да, и на это смотреть приятно. И это же очень такой фактор, к которому люди тянутся. По мнению продавцов, сила улыбки настолько велика, что способна заставлять улыбаться окружающих нас людей. Эффект хамелеона. Умышленное копирование поведения рядом находящегося человека срабатывает буквально мгновенно. Как правило, это положительно сказывается на общей атмосфере и взаимодействии людей в любом обществе. Сегодня приходил молодой человек, он такой: ухаживать будем за мной? Даже такое может быть. И все, он уже аж краснеет сам, уже у него улыбка автоматически уже на лице.
Так что улыбайтесь, дорогие мои. Дарите всем свою искреннюю улыбку и хорошее настроение. Вот, ну, говоря про поводы улыбаться, сейчас мы вам подкинем такое количество поводов, что вы просто вы прям разулыбаетесь, наверное, потому что вчера было подписано официально, как мы будем отдыхать в 2026 году. Все верно. 12 выходных будет у россиян в новогодние праздники 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год. Ну и теперь ловите эту информацию. Итак, в Новый год выходными будут считаться дни с 31 декабря по 11 января включительно. На работу мы выйдем 12-го. По 3 выходных будет на День защитника Отечества, то есть 21 по 23 февраля. И на Международный женский день отдыхаем также 3 дня, то есть с 7 по 9 марта. На майские в сумме будет выходить 6 выходных, с 1 по 3 и с 9 по 11. Еще 3 дня будем отдыхать в июне на День России с 12 по 14 июня. Один выходной будет в День народного единства 4 ноября. Ну и плюс 31 декабря 2026 года опять выходной. Да. Ну, как бы майские как будто бы не такие масштабные, как мы привыкли, потому что выпадало у нас несколько лет подряд, когда там прям загул такой же, как на новогодние праздники, ну, в смысле, по количеству выходных дней. Тем не менее, новогодние праздники, 12 дней отдыха, это, ну, для некоторых регионов нашей страны это полноценная половина отпуска. Да, все верно. Поэтому, да, я думаю, эта новость сейчас как минимум заставила улыбнуться и подумать уже о предстоящем отпуске, куда бы полететь и где бы отдохнуть. И уже запланировать его. Ну а сейчас перейдем еще к одной новости, которая также может заставить улыбнуться, а кого-то она может даже, возможно, и напугает. Представьте себе робота, который делает сальто назад, встает в боевую стойку и спокойно переживает удары стулом. Да, это не сцена из нового «Терминатора», а реальное видео от компании Unity. Их новый гуманоидный робот демонстрирует просто невероятные способности. Инженеры в прямом смысле испытывают его на прочность. Бьют ногами, толкают, но после каждого падения он моментально поднимается благодаря системе антигравитация. Разработчики уверяют, что их детище не умеет бить людей и создано для мирных целей, но вот пользователи в сети, посмотрев эти кадры, уже шутят о восстании машин. Так что, возможно, будущее уже гораздо ближе, чем мы думаем, и оно умеет делать сальто. Пока одни создают будущее в лабораториях, другие доводят до совершенства настоящее. В Бурятии собрали в одном месте самые редкие уникальные автомобили. Предлагаем полюбоваться этими жемчужинами автопрома. Парковку прямо в парке Жанаева устроили автолюбители. Спокойно, все согласно закону, в рамках фестиваля, который проходит уже не в первый раз. Вот в салоне есть отметка. Сама надпись «Переворот», кажется, с другой стороны стоит. Релиант Робин – один из немногих в мире трехколесных автомобилей. По сути, это чистокровный британец, такой же, как Астон Мартин, Ягуар или Бентли. Несмотря на именитых конкурентов, старику тоже есть чем похвастать. Конкретно этот экземпляр участвовал в монгольском ралли, потом эмигрировал в Россию, где его нашли нынешние владельцы. Мы с друзьями просто взяли, собрались, и за 2 дня я нашел деньги и купил ее. За сколько купил? За 20 тысяч рублей. Ведущая из Топ Гира в шоу, она перевернулась. Они специально ужесточили заднюю подвеску и подняли ее. За счет этого она перевернулась. Сейчас ребята хотят восстановить экземпляр и довести его до совершенства. Запчасти найти сложно. Машина редкая, да и выпускали ее более 20 лет назад. Денег не так много, поэтому объявили сбор. Чтобы создать действительно уникальный автомобиль, владельцы вкладывают много сил и времени. Вот, к примеру, Honda Civic. Ее двери открываются, как у Lamborghini. Добились этого эффекта при помощи специальных петель. Их заказывали в Европе. И вот вам интересный факт. Стоимость этих петель – 1500 евро. Почти как стоимость всего автомобиля. Что лучше? Старый японский автомобиль, либо новый современный? Старый японский. Почему? Надежный. Душа. И душа, да. Конечно, старая. Она, во-первых, проверенная. И плюсом, как бы, ну, мы фанаты таких машин. На моей машине 40 лет. Почему? Я машинами занимаюсь. Старые машины гораздо крепче, гораздо надежнее.
и гораздо стилевее, чем сейчас делают. Зеркала на капоте. Поверьте мне, это не колхоз, а полностью оригинальная история. Раньше так инженеры делали для безопасности, чтобы водитель следил за дорожной обстановкой периферийным зрением. А вот вам еще одно необычное решение. Фонарь сбоку, прямо на бампере. Раньше так делали, чтобы подсвечивать повороты. В прошлом году удалось собрать около 20 экземпляров, в этом больше. На некоторые авто организаторы устроили охоту, искали по всему городу, бывало даже останавливали в потоке движения. Зрелище все же надо, потому что молодежь сейчас тоже требует зрелища. А если его не давать в официальном виде, то оно будет делать это не очень официальном виде. Поэтому более-менее культурно, официально пытаемся проводить это дело. Машины для автофанатов как отражение души или вторая личность. И, возможно, те, кто в будни катается на семейных минивэнах, в выходные вполне могут пересесть на спортивную малышку. Поэтому организаторы говорят, неважно, на чем ты ездишь, главное, что ты любишь то же, что и мы. Александр Батуханов, Евгений Сагадаев, телекомпания «Аригус». Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. На участке автодороги Мухтуя в Ленском и Мирнинском районах введено временное ограничение движения для транспорта массой свыше 3,5 тонны. Ограничение действует с 24 по 30 сентября текущего года на участке приблизительно со 2 по 138 километр автодороги. Мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявлением дефектов и повреждений дорожного полотна. На минувшей неделе депутаты Гордумы Якутска вышли с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в праздничные дни. Спиртные напитки предлагают не продавать по всей республике 1 июня, 21 июня и 1 сентября. В случае принятия закона органы местного самоуправления получат право устанавливать запрет в дни города, района, наслега, а также в день последнего звонка. Однако окончательное решение остается за депутатами парламента Якутии. Информация о таких трезвых днях будет публиковаться на официальных сайтах муниципалитетов не менее чем за 10 дней до наступления события. Якутская городская дума предложила представительным органам республики поддержать эту законодательную инициативу. Мы считаем, что ограничение реализации спиртных напитков в указанные дни благоприятно скажется на укреплении моральных устоев горожан и продвижении принципов здорового образа жизни. Чай, мед, мясо и специи. 9-я межрегиональная универсальная выставка-ярмарка объединила под крышей торговых рядов «Кружала» предпринимателей со всей республики и 8 регионов страны. Одна из главных целей – поддержать межрегиональную кооперацию и экспорт товаров. Это традиционная площадка, где каждый из представителей бизнес-сообщества не только находит потенциальных клиентов, но и выходит на рынки сбыта уже которой продукции готовой. К слову, у выставки насыщенная деловая и культурная программа. Мероприятия посвятили предпринимательству, а имя конского улуса и якутскому купцу и меценату Николаю Кривошапкину. Это потенциальные наши партнеры в будущем. И это так всегда было. И вы знаете, даже есть интересная такая история, что значительное количество предпринимателей из других регионов, посмотрев, как организована наша работа, узнав о нашей торгово-промышленной палате, желают стать членами именно нашей организации. Это не запрещено. В принципе, если компания желает выстраивать свой бизнес в том или ином регионе, ей удобнее это делать как раз вот через торгово-промышленные палаты. Поэтому такая история с продолжением. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Настоящий музыкальный подарок ждет Якутск в начале октября. В рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» к нам приедет легенда – певческая капелла Санкт-Петербурга, один из старейших коллективов России. Их выступления станут ярким событием фестиваля «Северное сияние» и подарят встречу с высоким искусством. О том, почему это так значимо для нашей республики и какие сюрпризы готовят артисты и на что обратить внимание зрителям, расскажет гость нашей студии – заслуженный деятель искусств Якутии Людмила Шумилова. Людмила, доброе утро. Доброе утро. Ну и давайте для начала все-таки такой достаточно масштабный вопрос, да, насколько значимо для филармонии нашей республики проведение дней Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Северное сияние».
Да, приезд капеллы – это изумительное событие нашего города. Я очень счастлива, что руководство капеллы откликнулось и нашли время для нашего города, потому что бешеный график, сложнейший график у капеллы, и они нашли для нас время поделиться своим мастерством. Капелла имеет высочайший уровень, и поэтому я понимаю, что приезд капеллы очень одухотворит наших слушателей, и поэтому я буду рада, что этот зал будет, конечно же, полный, и мы испытаем массу восхищений и эмоций потрясающих. Ну а как можно вообще оценить вклад капеллы в развитие музыкальной культуры России в целом? Ведь капелла существует уже более 500 лет, 546 лет. Представляете, какое историческое, да, это историческое учреждение. И на протяжении всех лет это был всегда высочайший уровень. Капелла является такой своеобразной профессиональной школой, которая выпускала изумительных, потрясающих дирижеров, музыкантов, композиторов. Ведь во главе капеллы стояли выдающиеся композиторы. Ну, для всех известно это Дмитрий Подбортнянский, Николай Римский-Корсаков, Михаил Иванович Глинка. В данный момент именно хором капеллы руководит Владислав Александрович Чернушенко. Это глыба, это визитная карточка всех хормейстеров. Да, не буду, надеюсь, не в обиду будет всем московским хормейстерам, но это, знаете, счастье жить в это время с таким великим хормейстером. Ну а какие произведения из репертуара капеллы вы особенно выделили бы, да? И, возможно, какие из них будут представлены на концертах в Якутске? Значит, 2 дня будет выступать капелла. 1 октября концерт из 2 отделений. Первое отделение они будут петь духовную музыку, второе отделение русские народные песни. Вот вы знаете, уникальный коллектив, они могут петь и очень серьезную музыку, это духовная, это же очень сложный жанр. Ее исполняют все. Но сидишь на концерте, тебя не трогает. Ты слышишь слова, все чисто поет, все на нот попадает. Ну, ты ушел пустой. Просто прослушал. Но когда поет капелла, я не могу, я рыдаю. Это эмоции, все переворачивается. Ты хочешь что-то в жизни изменить. Ты хочешь вообще что-то так перестроить, республику перевернуть, помочь кому-то сделать лучше. Вот это истинное качество высокого хорового звука, которого добивается хормейстер у капеллы. Второе отделение будут русские народные песни. Несмотря на то, что, как сказала, они могут и серьезную музыку, а в народных что они вытворяют? Это просто, вы будете все плясать. Я не могу. Когда они 14 лет, нет, 16 лет назад они прилетали. Я ушла после концерта, я несколько дней, да, ненормальная, в хорошем смысле слова. Это были переполненные эмоции, и они уехали, а я не могла их отпустить. Вы знаете, есть такое выражение: глазами можно забыть, эмоций нет, чувства нет. То, что я пережила много лет назад. И потом всегда, когда я бываю в Санкт-Петербурге, я всегда стараюсь попасть на их концерты, это всегда слезы, отекшее лицо, и ты выходишь какой-то вот блаженный, умиротворенный. И очень желаю, чтобы наши зрители это испытали. Даже сейчас у вас присутствует эта энергетика, эти эмоции. У меня аж вот так, знаете, волной какой-то. Я жду их приезд, вот уже дни считаю, скорее бы, вот скорее бы. Спасибо, что 2 дня будут, даже не 1, 2 дня. А 2 октября будет концерт. Такое счастье выпало нам петь вместе с ними в 1 отделении великолепнейшую кантату Сергея Рахманинова «Колокола». А во 2 отделении они изумительные. Прям знаю, как это будет. Изумительно исполнят военные песни. И также прозвучат стихи фронтовых поэтов. Изумительно. Вот в очень красочно, как уже Даша подчеркнула, описали, что стоит ожидать людям, да, возможно, такой же поток эмоций. Помимо этого, что еще от выступлений капеллы в Якутске стоит ожидать зрителю, который придет, слушателю? Да, ну, они, понимаете, что они исполняют на таком высоком уровне. Вот действительно многие хоры очень неплохо поют, и центральные хоры. Но что отличает капеллу? Высочайшее качество звука. Если они поют эпоху 16 века, вы будете сидеть слушать, и у вас будет ощущение, как люди выглядели в это время. Вы будете погружаться. Когда я слушаю концерты капеллы, я забываю, где я нахожусь. Вообще во времени теряешься, ты погружаешься в это время. А это очень сложно. Попасть в стиль и жанр. Петь могут все чисто, красиво, красивыми голосами. А голосом от
отозвать эпоху, передать атмосферу. Это очень сложно. Понимаете, я сижу, и вот 17 век, я сразу представляю костюмы. Вот они поют, как будто это они стоят в этих костюмах, вы понимаете, и я сразу начинаю вспоминать, какие художники в это время писали. Понимаете, сразу всю историю нашей России. Вот вы так очень так завораживающе рассказываете, да, вот у меня, как говорится, хочется открыть рот и просто слушать вас, да. Но вообще, Людмила, вот сейчас многие телезрители, которые, возможно, далеки от этого искусства, да, вообще ни разу не были в филармонии, да, вот они смогут ощутить весь этот спектр эмоций или все-таки к этому нужно прийти со временем? Нет, я считаю, смогут обязательно, потому что это уникальный коллектив. Это визитная карточка России, это глыба, это, я не знаю, это айсберг. Везде, где капелла появляется, хоть за рубежом, хоть в России, это всегда восторг. Ну, потому что добраться до уровня капеллы, это сложно. Высочайший мастер руководит капеллой Владислав Чернышенко, хотя в этот приезд капелла везет другой хормейстер, замечательный дирижер, его преемственник, его ученик Николай Курбатов. Он будет дирижировать и оркестром, и хором, и тоже потрясающий мастер. Ну вот берите на заметку, дорогие зрители, что вас ожидает, на что стоит обратить внимание и вот получить вот такие же эмоции, чтобы потом также о них рассказывать, также вознесенные, я не знаю, как правильно. Всю подробную информацию можете увидеть на сайте Филармонии нашей республики. Ну и на этой потрясающей такой высокой ноте мы завершаем наш утренний эфир. Увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24 НВК Саха. Да, пусть сегодняшний день у вас сложится так, как вы планируете, чтобы все, что вы запланировали, обязательно получилось. И просто больше улыбайтесь. До новых встреч, всего доброго.